А завершить программу мне хочется на волшебной ноте, рассказом об удивительной фее Регине. Так называют одного из самых известных в Казани волонтеров. Она и до пандемии, и во время, да точнее всегда, на передовой помощи людям. Хотя, казалось бы, помощь нужна ей самой. Регина Иванова. Вот она. Ее сложно увидеть даже за этими продуктовыми тележками. Эта девушка ростом как 5-летний ребенок. И эта маленькая фея ростом в метр в своем желании помочь нуждающимся и сделать мир добрее намного выше, чем большинство из нас. О чем мечтают феи, узнавала Татьяна Тимошенко. И скажите, что феи не летают. Феи еще как летают. Прыгнуть с парашютом с высоты в 4000 метров, завоевать корону в конкурсе красоты «Жемчужины Татарстана», стать руководителем благотворительного отдела и общественным помощником министра труда и занятости, кажется, для этой девушки нет ничего невозможного. Я считаю себя проводником добра в этом мире. Я получаю помощь от добрых людей и передаю ее нуждающимся людям. Чтобы развести помощь по улицам города, только за этот день Регина проедет 100 километров. В ее личном списке более 200 телефонных номеров и адресов не только в Казани, но и в районах Татарстана. Каждый день ей звонят с просьбой включить в группу. О волонтере под ником «Фея Регина» узнают из соцсетей и по сарафанному радио. А сейчас вот с осенью начался рост, спрос. Я хотела показать, что у меня в сумочке всегда с собой. Так, смотри, сейчас у нас все-таки такое нелегкое время, да? У меня всегда с собой есть градусник, ротовой. Я всегда проверяю температуру, если у меня есть, я не езжу в эти дни. У меня достаточно такая хорошая всегда, 36,4, не дотягиваю. Корочка общественного помощника министра труда, зарядка, ключи и телефон. Я говорю, вот мое рабочее место. Конечно, ей тоже помогают. На каждый такой выезд волонтер сама ищет автоволонтеров, тех, кто подвезет и поможет поднять пакеты. В них набор продуктов и бытовая химия. Покупка идет на деньги благотворителей, и эту помощь одинокие мамы детей с ограниченными возможностями и, как правило, не работающие, очень ждут. Вот вам подарочки. Детка. Детка у меня сладкая. Попьете с чаем. У Регины 2 высших образования – эколога и психолога. Поддержка и вдохновение одиноких мам – еще одна из задач. У вас насколько этого заряда хватает? На какое время? Долго. Очень позитивный. Очень нам она нравится. Очень мы ее любим. Благотворительностью она занимается вот уже 10 лет, так что со многими своими подопечными знакома давно. Привозит не только продукты, но и организует экскурсии и походы в театры. Кто выше, скажи? Выше. Кто? Молодец! Ты уж вообще молчу. Дети ждут ее как сказочную фею. И эту сказку Регине, в свою очередь, придумала ее мама. С детьми намного проще. Детям можно просто объяснить, а взрослый уже не поймет. И говорит, рассказывай сказку, что у тебя прадедушка был маленьким гномом, что он выковыривал алмазы, что он дружил с Белоснежкой. И у ребенка там глаза вот такие на меня. И потом уже совершенно другие вопросы появляются. Получается, спрашивает, а остались ли у меня эти алмазы? А есть ли фотографии деда с Белоснежкой? Совпадение на грани чудес. В жизни Регины почти обыденное дело. Практически все желания для других исполняются тут же. Кто-то просит найти коляску для ребенка-инвалида, и в тот же вечер звонят «заберите, освободилась». Кому-то необходимо выкупить лекарства, и тот же благотворители жертвуют точную, вплоть до рубля сумму. Просьбы поступают и из других регионов. Одной семье помогли в Дагестане. Регина связалась с дагестанским муфтиятом. И, соответственно, тем самым она как-то все равно им помогла. Она выйдет, что она все равно притягивает к себе именно нуждающихся в ней. Я дарю любовь детям, понимаете? Мне спрашивают, что для тебя есть любовь? Я помогаю детям, я вижу вот эту радость в этой жизни. Я немножечко иначе, может быть, ее воспринимаю, но для меня это полное счастье. Я счастливый человек. По мне не видно, по мне видно, что я счастливый. Я благодарю всегда Всевышнего, что он создал меня такую крутую. Объединить таких же, как она, одно из мечтаний феи Регины. Ей уже удалось организовать съезд маленьких людей в Казани из регионов Поволжья. На следующий год задача разработать и воплотить проект уже с тренингами поддержки.
сейчас я вот ищу маленьких людей для своего сообщества в Татарстане, чтобы мы вот как-то объединялись и встречались. Волонтерское движение в республике сейчас объединяет около 60 тысяч людей. И тех, кто непосредственно развозит помощь, и тех, кто остается за кадром, эту самую помощь финансирует и организует. Волонтер Фея Регина, маленькая девушка с большим сердцем, точно знает, что всегда будут те, кто ждет помощь как чудо. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.